Ой, девочки, блин, сейчас общалась с троюродной сестрой, которая живет в Чечне, в Грозном. Она говорит, что-то, говорит, как вы там туда-сюда про Хасавюрт, видимо, показывали по телевизору. Я говорю, ничего, вот нормально, только, я говорю, Зухра приболела, температуре. Она говорит, показывает ужасно, конечно. Я говорю, ну есть именно в Хасавюрте много, в горах наших, я говорю, много, в Хасавюртовском районе тоже. Я говорю, а у вас как? Она говорит, к ним приезжают машины, списки, видимо, с паспортного стола, может, списки взяли. Заходят в подъезд, если в секции живут, начиная, говорит, с первого этажа и до последнего по списку. Прям, говорит, машинами, целые деньги, говорит, возят эти им продукты. Не просто макароны, 2-3 пачки там, а вот это мешки полиэтиленовые, макароновые есть же, где вот не коробки, а вот эти. Вот так этими прям блоками макароны, вот блоками масла, 20 тысяч денег. Я говорю, как, еще и деньги 20 тысяч? Она говорит, да. Это, я говорит, не только мне, говорит, всем, каждому. А пенсионерам еще больше, говорит, дают, представляешь? И он выступает и говорит, звоните, говорите, кому лекарства нужны. Сам выступает, говорит, и просит их, чтобы они говорили, что им нужно, чтобы они говорили, звонили вот по этим телефонам, несколько телефонов. Лекарства, говорит, бесплатно выдает. Представляете? Я говорю, какие мы незащищенные все-таки. Елки-палки, я говорю, как отшельники. Ой, прям аж мне плохо стало, когда это услышала, что вот так вот все равно он за свой народ, видите, как он так подходит. Это же немало, не один, не два человека, там сколько, это миллионное население, это столько надо. И вот, наверное, вот столько и выделяют денег, чтобы нас обеспечивать. Просто до нас это не доходит. Наши все карманы заполняют.